Доброе утро, уважаемые ребята! Меня зовут Александр Сергеевич, я профессор истории Нефтяного государственного университета. Сегодня я вам хочу рассказать о влиянии нефтяного фактора в победу в Великой Отечественной войне. Это был очень важный фронт в период Великой Отечественной войны, которую еще иногда называют войной моторов. И здесь все зависело от того, какие машины и в каком количестве будут заправляться высококачественным бензином, дизельным топливом и авиационным бензином. Германия, Италия, Япония не обладали своей нефтью. А вот Советский Союз и Соединенные Штаты Америки обладали достаточно большими нефтяными запасами. Так как Германия не обладала достаточным количеством горюче-смазочных материалов, то Гитлер вместе с генеральным штабом при подготовке к войне и на Восточном, и на Западном фронте, и особенно к подготовке к войне против Советского Союза, он остановился именно на идее Блицкрига. То есть собрать мощные механизированные армии, нанести мощные удары клиньевые, а потом уже удары с окружением, и в течение 2-3 месяцев полностью разгромить Красную армию. Вот этот план сам по себе, задуманный план, который получил название «План Барбаросса», стал реализовываться с 22 июня 1941 года. Но дело в том, что никто не предполагал из немецкого командования, что Красная армия окажет ожесточенное сопротивление, и план Блицкрига будет сорван. В декабре 1941 года Красная армия совершила контрнаступление под Москвой и отбросила врага на 200-300 километров. Стало ясно, что Барбаросса провалился. На следующий стратегический год, 1942, Гитлер задумал нанести основной удар на южном направлении. Этому сильно сопротивлялся генеральный штаб. Но Гитлер считал, что таким образом можно будет подойти к бакинским месторождениям нефти и их захватить. Бакинская нефть – это все-таки 25 миллионов тонн. И Гитлеру для ведения войны необходимо было ежегодно 20 миллионов тонн. Но тем не менее, так как не были захвачены вот эти нефтяные месторождения, было ясно, что война принимает до определенной степени для Гитлера необратимый характер. В это время основная масса квалифицированных рабочих, аппаратуры доставляется с бакинских месторождений, так называемое Второе Баку. Это район между Волгой и Уралом, где в 1932 году в нашей республике под Ишимбаем было открыто первое мощное месторождение нефти. Именно здесь начинает коваться победа советского оружия и добывается основная масса нефти. В годы войны наша республика дала 1/5 всей нефти, добытой на территории Советского Союза. Если брать примеры, ну, например, пример Курской битвы, когда в августе 1943 года за 1,5 месяца Красная армия израсходовала 204 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Это очень большой показатель. Еще один более конкретный пример, чтобы вам было понятно. Все мы знаем танк Т-34. Его называют еще танком Победы. Так вот, Т-34 на 100 километров своего хода тратила порядка 140 литров дизельного топлива. Это очень большие цифры. И именно то, что нефтяники приложили усилия для того, чтобы добыть этот стратегически важный продукт, в этом, естественно, и большая заслуга нефтяников нашей республики. Вообще, в годы Великой Отечественной войны Уфа, Башкортостан становятся одними из центров нефтяной промышленности. Именно в Уфу перебазировался Народный комиссариат нефтяной промышленности. В конце 1941 года в Уфу, точнее в Черниковск, был эвакуирован Московский нефтяной институт. Он выпускал специалистов на протяжении всей Великой Отечественной войны. В конце войны он снова был перебазирован в Москву, а здесь остался филиал, который к концу 40-х годов стал Уфимским нефтяным институтом. Это современный Уфимский государственный нефтяной технический университет. Поэтому, ребята, выбирая специальность нефтяника, газовика, вы помните о том, что это не только высокодоходные какие-то профессии, но это и профессии героические, которые вложили
колоссальный вклад в нашу победу над злейшим врагом. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, мы еще с вами встретимся.